walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. You can be a champion, you can be the clock, you can be a mountain, you can break rocks. You can be a champion, don't wait for luck. Can it be a champion? Standing in the Hall of Fame. Представляем вам двухраундовый бой весовой категории до 66 килограммов. Боец в синем углу, боец из города Марей, Туркменистан, представляющий бойцовский клуб «Аридан», город Гродно. Его... Боевым приемом победу одержал боец Аман Мухамедов Гуланч! Мухаммед Чагилов! Чаги! Молодец! Он Чаги! Давай, Чаги! Чаги, вперед, бля! Давай, Чаги! Вперед, вперед! Чаги, вперед, вперед! Чаги! Давай, Чаги! Давай! Аллах Акбар! Давай, Чаги! Ladies and gentlemen, please welcome to the cage, Dovletsan Yakshimurado! Начинается главная часть турнира ACB 86 в Олимпийском. 3 титульных противостояния. Сначала Батрас Агнаев против Давлетджана Якшимурадова, полутяжелый вес. Затем Аскар Аскаров, Расул Албасханов, наилегчайший. И Марат Балаев, Юсуф Раисов, полулегкий. Сейчас выходит в клетке Давлетджан Якшимурадов. 28 лет этому туркменскому бойцу из Ашхабада, извините. Представляет он команды КАКС и Бронебор. Является чемпионом Туркменистана по карате. Профессионально Давлетджан выступает с 2012 года. Начинал на украинских турнирах серии «Оплот». И там за 1,5 года провел 14 поединков, из которых 10 выиграл. С прошлого года Давлетджан выступает в ACB досрочно.
выиграл 4 встречи подряд, не проиграв ни разу. Нокаутировал Дэна Конеке, Иоахима Кристенсена и Луиса Фернандо Миранду и задушил Джареда Торгенсона. Итого 15 побед, 5 поражений, 10 побед нокаутом, 3 приемами. Ну, сейчас Давлетжан первый номер рейтинга полутяжелого дивизиона ACB и бесспорный главный претендент на титул. Их поединок с Батразом Агнаевым должен был состояться на ACB 79 в январе. Но тогда Агнаев снялся, а Икшимурадов победил вышедшего на замену Луиса Фернандо Миранду. And now, ladies and gentlemen, please welcome to the cage his opponent, Batras Agnaev. Начинается выход чемпиона. Батрас Агнаев на ваших экранах. Ему 30 лет, он из Владикавказа. Представляет клуб «Беркут». Серьезно спортом увлекся еще в школьном возрасте. И сперва он занимался боксом, дошел до кандидата в мастера спорта, и только потом уже начал развивать свои навыки в смешанных единоборствах. Первая значимая победа по ММА состоялась в Колпино в 2015 году, когда Агнаев стал победителем турнира Гран-при городов воинской славы. Потом было 2 победы под эгидой Монглобал, обе досрочные, и переход в ACB, где Батрас числится с октября 2016 года, хотя первый бой смог провести только в марте 2017-го, когда он уже в первом раунде нокаутировал Макса Нуниса. Уже через 4 месяца Батрас удостоился чести сразиться за чемпионский пояс с Тиаго Силвой, который оказал сопротивление около 1,5 раундов, после чего Агнаев нокаутировал его и завоевал трофей. Сегодня Батрас проводит первую защиту титула. Таким образом, 4 боя, 4 победы, 3 победы приемом, 3 победы нокаутом, простите, и 1 победа приемом. С точки зрения именно профессиональной статистики, у Давлетжана Икшимурадова преимущество. Оно, конечно, есть, но здесь самое главное другое, что и тот, и другой спортсмен, как правило, заканчивают свои поединки нокаутом. Но и мы вправе рассчитывать на яркую развязку. Ladies and gentlemen, our next fight of the night is scheduled for 5 5-minute rounds, and it is for the ACB World Light Heavyweight Championship. And it is presented to you by Bingo Boom, the official partner of ACB 86. Check them out for betting on ACB fights, MMA, and all of your favorite sports. Introducing first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner. He stands 180 centimeters tall. His official weight, 93.3 kilos. His professional record stands at 15 victories, opposite 5 defeats. Fighting out of Ashgabat, Turkmenistan. Here is the challenger, Dovlesan Yachimuradov. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is a striker. He stands 193 centimeters tall. His official weight, 92.3 kilos. He is undefeated as a professional at 4-0. Fighting out of Vladikavkaz, Russia. Here is the reigning, defending ACB World Light Heavyweight
champion, Batras Agnayev. And our referee in charge of the action, Herb Dean. All right, gentlemen, we do have the rules. Protect yourself at all. Начинается поединок за титул чемпиона ACB в полутяжелой весовой категории до 93 килограммов. Напоминает бойцам о правилах рефери Херб Дин. Батрас Агнаев против Давлетджана Екшемурадова. Россия против Туркменистана. В красных шортах Давлетджан, в черных Батрас. И поединок начнется буквально через несколько секунд. В первую очередь бросается разница в росте и, конечно же, в размахе рук. Преимущество за Батразом. Так, смотрим, какой получится первая защита титула у Батраза Агнаева. Хай-кик. Начинает выбирать дистанцию. Тут же еще лоу по внутренней стороне. Екшемурадов готовится в любую секунду ворваться на ближнюю дистанцию. Внешне расслаблен. Передвигается он по пространству клетки и пытается прессинговать Батрас Агнаев. Активно пользуется ногами. Поджимает Батрас очень хорошо. Не так много пространства до Давлетджана остается. Еще один лоу-кик уже по внешней стороне бедра. Стремится ворваться на ближнюю дистанцию Давлетджан. Именно там он представляет максимально большую опасность. Осторожная встреча. И удар с вращением сейчас, так называемая вертушка в исполнении Давлетджана Екшемурадова по защите. Пришлось это попадание. Хорошая реакция у Агнаева. Ну и по-хозяйски он старается действовать, по-чемпионски, если угодно. Гоняет соперника по клетке, но при этом не так много ударов выбрасывает Агнаев. Давлетджан меняет стойку. Но несмотря на прессинг, Батрас Агнаев действует очень аккуратно. Всячески заставляет он соперника нервничать, но не идет вперед, сломя голову. Раз за разом раздергивает, старается не выбрасывать лишних ненужных ударов, в то время как Давлетджан уже не один хай-кик выбросил, например. Больше он двигается. И когда, казалось бы, вот она уже ударная дистанция, получается, что надо эту дистанцию Снизу попал Батрас. сокращать, но Батразу Агнаеву невыгодно рубиться на ближней. Там слишком уж опасен Давлетджан и Екшемурадов. Легче оставаться на дальнем расстоянии от соперника и расстреливать его лоу-киками, чем Батрас Агнаев и занимается на протяжении первой половины первого раунда. Очень здорово попал Батрас снизу несколько секунд назад. И тут же рот Давлетджана открыл, так, задышал. Но похоже, что восстановился. Еще один удар с разворота, уже в область печени. Тем временем уже практически 3 минуты боя позади. Ну и сценарий, когда Давлетджан Екшемурадов работает вторым номером, а Батрас Агнаев первым, судя по всему, устраивает обоих. Вот он, чемпионский пояс. На ваших экранах был только что. Именно им сейчас Батрас владеет. Но, соответственно, Давлетджан пытается его завоевать. Неплохо сейчас поменял этажность своих атак боец из Туркменистана. Да, очень быстрые удары у Екшемурадова, и вновь двойка заходит. Удалось частично среагировать на этот выпад Батразу Агнаеву, поэтому удары акцентированными не получились. Вот опасный звоночек, как попал, да, сейчас Екшемурадов. И тут же возвращается на дистанцию. Выдержал Батрас это попадание с честью. И по-прежнему ничего не меняется в этом бою. В центре чемпион. И больше двигается претендент. Да, продолжает Батрас преследовать соперника, но ударов выбрасывает минимальное количество. Отступает Давлетджан, но его контратаки гораздо агрессивнее выпадов Батраза Агнаева.
Проход. Бросок не получается. Тут же клинч. Понял, что перевести не получится. Сразу же захват отпустил и решил локтем сработать Давлетжан Икшимурадов. Старается нагрузить. И Кора попадает сейчас справа. Давлетжан. Снизу промахнулся. И по-прежнему не покидает чувство, что эта встреча идет до одного попадания. Третий, второй или третий? Через корпус один навстречу. Проход под одну ногу в исполнении Икшимурадова. Отчаянно сопротивляется Батрас Агнаев, но Икшимурадов уже оказывается за спиной. И есть бросок. Блестящий перевод от Икшимурадова. Сразу же встает Батрас Агнаев. Не позволил себя сопернику зафиксировать. И первый раунд закончен. Давлет, все не делай, зачем ты все делаешь, блядь? Все не делай, Давлет, все не делай. Зачем ты сразу все делаешь, блядь? Спокойно, спокойно. Через корпус, второй, третий удар заходит. Не первый. Помнишь, что ты говорил? Не первый. Он первый, когда ты чувствовал, он проваливал себя. Покажи первый, и второй, и третий бей. Понял? Понял, Давлет? Понял, Давлет? Напоминаем вам, уважаемые телезрители, не забывайте заходить в группу телеканала «Матч Боец ВКонтакте». Там вы сможете найти анонсы всех премьерных трансляций, а также различные видеоматериалы, в том числе и программу «Моменты недели». Ну а мы ждем начала второго раунда в чемпионском противостоянии в полутяжелом весе между Батразом Агнаевым и Давлетжаном Икшимурадовым. И напоминаем вам, что формат пятираундовый, разумеется. Но именно в этом бою на то, что встреча дойдет до решения, пока мало кто ставил. Посмотрим, как продолжится этот бой. Вновь аккуратное начало. Попробовал так показать правый удар Давлетжан Икшимурадов. Лишь посмотрел на реакцию соперника. Застаиваются спортсмены, не так много движений. Но что-то новенькое в исполнении Давлетжана. Начинает он работать лоу-киками. По-прежнему прекрасно двигается. Очень легок на ногах Икшимурадов. Но Батразу Агнаеву необходимо взвинчивать темп. И Батрас немного поменял тактику. Фронт-кик. И попадает Батрас на сближение. Тут же идет в борьбу Икшимурадов. Блестящий бросок вновь в исполнении Давлетжана. И посмотрим, сумеет ли Батрас подняться на ноги. В предыдущей ситуации ему это удалось сделать достаточно легко и без потерь. Сейчас ситуация повторяется. Но клинч продолжается. Не удается разорвать дистанцию. Очень много сил тратят сейчас спортсмены. Ищет момент Батрас для того, чтобы развернуть соперника. И попадает. Пытается добить. Болтанула сейчас Батраза Агнаева. Икшимурадов идет вперед. Еще одна попытка и есть бросок. Вновь оказывается на настиле чемпион. Крайне тяжело ему сейчас приходится. Отключает правую руку постепенно претендент. И, возможно, начнет вновь свою атаку. Да, просто как ураган взрывается Давлетжан Икшимурадов. Ну, временами он пассивен, уходит от боя, но когда идет вперед, просто неудержим. Давлетжан очень тяжело приходится Батразу Агнаеву. Мы видели, как в перерыве он уже тяжело дышал, тяжело выходил на второй раунд. Боковой контроль затеи не получается. Застревает в итоге в диагонали Давлетжан. И похоже, что Икшимурадов действительно переламывает ситуацию в этом поединке. Пока гард обойти не удалось. Прорывается вперед. Колено правый пытается выдернуть. И это удается Икшимурадову. И оказывается, он практически в фулл-маунте. Вот сейчас все совсем плохо. Готов закрепиться. Давлетжан Икшимурадов отдает спину. Вынужден сделать это. Удушающий. Удушающий. Сдается Батрас Агнаев. А это значит, что в ACB новый чемпион в полутяжелой весовой категории.
И зовут его Давлетжан Якшемурадов. Поздравляем 28-летнего бойца из туркменского Ашхабада. Сегодня у него все получилось, он стал чемпионом. Все рассчитывали на нокаут, а в итоге бой закончился приемом удушающим. Ну, как по нотам разыграл в тактическом отношении этот поединок Давлетжан Якшемурадов. Сначала работал очень осторожно, вторым номером, присматривался к сопернику. Но и во втором раунде, в общем, взвинтил темп, вы все видели. Серия атак, и практически обессиленный Батрас Агнаев был задушен. Причем поначалу ничего, казалось, и не предвещало беды. Батрас уверенно себя чувствовал на дистанции, поддавливал, но контрдействия Давлетжана все чаще и чаще становились крайне острыми. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Уже финальная стадия, когда фуллмаут зашел, вынужденно отдал спину уже теперь экс-чемпион, и затем удушающий прием. Крайне стремительный. Да, Батразу Агнаеву желаем ни в коем случае не унывать. Он терпит сегодня первое поражение в карьере, становится экс-чемпионом. Ну и будем надеяться, что вскоре вновь выйдет он на победную стезю. Ну а Давлетжан одерживает 16-ю победу в карьере и 4-ю победу приемом. В данной ситуации судейское решение превращается, вернее, вердикт именно, который будет объявлен ринганонсером, превращается в простую формальность. И вот появляется пояс чемпиона в клетке. И сейчас его водрузят на талию Давлетжана Якшемурадова. Ladies and gentlemen, this fight comes to an end at 2 minutes 44 seconds into round number 2. For your winner by tap out by rear naked choke И новым чемпионом в полутяжелом весе ACB становится Давлетжан Якшемурадов. Наше поздравление. Очень яркий боец. Ему всего 28 лет, и это полутяжелый вес. Большое будущее у этого бойца. Получается, что в ACB он проводит сегодня 5-й бой, уже провел 5-я победа подряд и 5-я победа досрочная. Вот столько понадобилось поединков Давлетжану Якшемурадову, чтобы завоевать пояс ACB в полутяжелом дивизионе. One second, my friends. Davletshan, what a performance. You are now the new light heavyweight champion. Describe this moment for me. Давлетжан, потрясающее выступление. Теперь ты новый чемпион полутяжелого веса ACB. Поделись впечатлениями. Во-первых, хочу спасибо сказать Всевышнему. Я это просил очень. Все мои желания исполняются. Во-вторых, своим родителям благодарен очень им. Папа, мама, я вас люблю. И сегодня я не мог просто проиграть. Столько поддержки, столько людей. Семья моя приехала, все это земляки, фанаты. Хочу еще особенная благодарность Лиге ACB. Благодарю за такую возможность и исполнение желаний. Благодарю вас очень сильно. Конечно же, еще очень много. Хочу благодарить клуб «Горец», Сухрова Магомеда, моего тренера, Расула, Виктора Павловича, Камила. Вам тоже спасибо. Все очень помогли мне. Все, кого забыл, извините. Всем, баракалла, спасибо большое. И хочу сказать своему президенту своей страны Гурбангулу Бердмухамедовичу очень большую благодарность за то, что он развивает спорт. Спасибо большое. Всех, кого забыл, извините. Такая ситуация, просто не могу вспомнить просто. Благодарю всех вас.